В Мирнинском районе в селе Тасюрях на публичных слушаниях обсудили вопрос строительства водозабора на реке Улухан-Батобуя. Напомню, проект инициирует компания Тасюрях нефтегазодобыча для разработки среднебатобинского месторождения. Проблема в том, что некоторые жители села выступают против, так как считают, что водозабор может нарушить экологический баланс реки Большая Батобуя. Наш корреспондент Розалия Борисова наблюдала за трехсторонним диалогом между правительством Якутии, Тасюрях нефтегазодобычей и местными жителями. 6 мая проект строительства водозабора на реке Улухан-Батобуя получил одобрение госэкспертизы. Окончательный третий вариант водозабора подразумевает сооружение ковша без прямого сообщения с рекой. Наполнение осуществляется с помощью плавучей насосной станции. Ее установят в искусственном приямке. За 37 дней насосы должны успеть накопить 1 миллион 800 кубометров пресной воды, что составляет годовой объем необходимой воды. Окончательный вариант, по мнению экспертов, самый оптимальный. Но несмотря на это, население боится остаться без единственного источника пресной воды. У нас сенокосные угодья все вдоль реки. У нас вот сенокосчики летом пользуются этой рекой. От половодья этой реки орошается наше сельхозугодье. Потому что сеностой у нас, вот половодье и решает вот этот у нас какая нынче будет какой покос. Хороший, плохой сеностой. Вот это самое главное для нас. И вот зимнее время у нас как бы Тасюряшка, это маленькая река, она промерзает и в ноябре месяце уже протухает. И мы все берем воду с Улухан-Батобуя отсюда. И как бы лед заготавливаем тоже для питьевой цели. Там же. В течение года кафедра географии проводила независимую экспертизу. По данным гидропостов производились расчеты объемов воды. Но следует отметить, свежих данных о реке нет. Последний гидропост закрыли в середине 90-х. Но, по словам экспертов, за 20 лет показатели мало как меняются, и их достаточно, чтобы рассчитать запасы воды. Вот на 9 мая с этого периода именно они хотят делать отбор. Примерно с 9-10 мая и в течение 37 суток. Уже вот 9 мая расход составлял 47,7 метров кубических в секунду, что составляет 1,16% от общего стока реки в данный конкретный день. Ну а дальше, уже начиная вот с 10 мая, уже меньше 1%. Ну и как говорили, это действительно все равно, что взять 1 стакан воды из 200-литровой бочки. Поэтому с точки зрения уменьшения расхода воды, тут, в общем-то, бояться, как говорится, нечего. Первый миллион нефти на территории Наслега добыли в 2014 году. С этого времени идет работа по увеличению объемов. В 2021 году показатели должны подойти к отметке 5 миллионов тонн в год. Вместе с тем, объемы необходимой воды растут вместе с увеличением объемов добываемой нефти. Вы говорили, в год будете добывать до 5 миллионов тонн нефти, да? И вот этот проект рассчитан на те объемы. С точки зрения источников водоснабжения, водозабора на реке Улухан нам будет недостаточно. Но мы не останавливаем работу поиска в подземных источниках. Мы продолжаем бурение поисковых скважин и ищем альтернативные источники воды. Сценарий, если мы действительно найдем достаточный объем, мы будем уменьшать объемы забираемой воды с Улухан-Батобуя. Но здесь есть, конечно, один момент. Нам помимо рабочего агента, закачки воды в пластик такого, еще и нужна пресная вода. Потому что, опять-таки, в силу особенностей строения месторождения сложного, пласты очень заслонены. То есть сама нефть первичная, которую мы добываем из скважин, очень соленая. А чтобы ее продать, обеспечить качество, товара, нужна будет именно пресная вода. Население уверено, решить вопрос может река Тельгеспет. По мнению жителей, ее запасов должно хватить. Но чтобы перенести водозабор, необходимы гидрологические данные. Их по Тельгеспет нет. Чтобы провести исследование, требуется как минимум 3 года. Вместе с тем рассматривается вариант по использованию попутного газа для поддержания пластового давления. Чтобы добыть нефть из недр земли, необходимо создать соответствующее давление с помощью воды или газа. В случае с батуабинским месторождением попутный газ может минимизировать использование больших объемов воды с Улухан-Батобуя.
Одним газом мы не обойдемся, одного газа не хватит. Дело в том, что Среднебутовинское месторождение крайне сложное месторождение с точки зрения геологического строения. И одной закачкой газа в пласт мы не сможем достигнуть тех проектных коэффициентов извлечения нефти, которые нам предписано добыть государством. При увеличении объемов добычи жители боятся потерять не только источник пресной воды, но и запасы рыбы. Для местного населения охота и рыбалка – основной вид деятельности. Вот у нас молодежь, как вы сказали, сегодня у нас спортзала нету. Сильно, кроме охоты и рыбалки, у нас молодежь больше нечем им заняться. Поэтому они очень любят. Вот в последнее время очень-очень распространился эта подледная рыбалка. И вот они очень стараются. Вот у меня опасение такое, что уровень воды снизится, и низкий уровень воды продержится дольше, чем обычно зимнее время. Вода протухнет, и вся рыба погибнет. Ущерб, наносимый водно-биологическим ресурсам, он в проектном виде рассчитан, да, согласован с уполномоченным органом, и этот ущерб должен быть компенсирован. Каким путем? То есть хозяйствующий субъект должен быть, обязан быть заключить договор с Чернышевским рыбзаводом и подписать возмещение по тарифам ЧРЗ. Беспокоит жителей здоровье населения в условиях промышленного освоения. На территории Батуабинского наслега ведутся работы по поиску и добыче нефти на Тасюряхском, Чаиндинском и Среднебатуабинском месторождении. За все время работы нефтедобывающих компаний на территории наслега в разное время производили несколько подземных взрывов. По словам экспертов, село Тасюрях остается зоной радиационного загрязнения. Большая река Улухан-Батоба испытывает большую нагрузку на себя. Это при освоении углеводородного сырья. Это в первую очередь подземные ядерные взрывы, которые были проведены. И считается, что происходит ежегодный мониторинг. В прошлом году летом приезжали, измеряли две основные скважины, которые считаются, где радиационный фон выше, чем нормативный. По итогам встречи решено, что ежегодный мониторинг состояния экологии и здоровья населения будет проводиться. Наравне с этим продолжится работа по изучению почв, растительности, животного мира и состояния воздушной среды. Принято решение о том, что мониторинг будет продолжен, постоянный мониторинг, и по предложению местных жителей, значит, там же еще и радиационная загрязненная территория, то есть мониторинг здоровья населения тоже будет производиться. Ну, там они предъявляли вот 3, значит, пункта. Это вот мониторинг здоровья населения, значит, привести в порядок само село, ну и, конечно, вот экологическая обстановка в целом по бассейну Улухан-Батоуби. Начнется работа и по изучению реки Тельге. Спецсотрудники кафедры географии начнут собирать данные об объемах и запасах водного ресурса. Водозабор на реке Улухан-Батоубе строиться будет, но он станет не основным источником пресной воды. Поиски альтернативных вариантов продолжаются. Розалия Борисова, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.